Сегодня 30 лет отмечает Союз городов Заполярья и Крайнего Севера, во главе которого на протяжении 28 лет стоял Игорь Шпектор. Его день рождения совпадает с днем основания ассоциации. Сегодня первому президенту Союза исполнилось бы 84. История создания организации начинается в 1992 году, когда развалился Советский Союз, а вместе с ним рухнула и плановая экономика. Северные территории оказались в экономически невыгодном положении. Тогда 14 городов Заполярья и Крайнего Севера объединились, чтобы общими усилиями справиться с экономическими проблемами, сохранить уникальную природу Севера, культуру и традиционные ремесла коренных народов. Возглавить Союз предложили Игорю Шпектору. На новом для себя посту президента ассоциации Игорь Шпектор энергично включился в работу, защищая интересы северян на высшем государственном уровне вместе с коллегами из других северных городов. У меня очень хорошие, близкие, дружеские отношения. Человек, который абсолютно неравнодушен к проблемам тех людей, которые его окружают. Если у кого-то какая-то беда, он всегда рядом, он всегда откликнется. Очень открытый человек. Начиная с первого дня Союз принимал активное участие прежде всего в законотворческой работе. Выработанные участниками ассоциации предложения были включены и в налоговое, и трудовое, и пенсионное законодательство. Именно Союз внес значительный вклад в подготовку главного закона для северян о государственных гарантиях и компенсациях. На высшем государственном уровне доказал необходимость неотложных мер по сугубо северным проблемам, которые появились при переходе к рыночным отношениям. Вместе с комитетами Госдумы и Совета Федерации Союз добивался увеличения субсидий на переселение из районов Крайнего Севера в более благоприятные климатические условия. В октябре 1995 года Союзом был создан экспертный совет по охране здоровья северян. В его состав вошли ученые, медики, организаторы здравоохранения, врачи различных специальностей, хорошо знающие проблемы Севера. Ассоциация и сегодня продолжает активную работу, чтобы Север стал комфортным и привлекательным для людей. Уже завтра в Ухте пройдет очередной съезд Союза городов Заполярья и Крайнего Севера.